Предположим, нашли новую находку мамонта где-то на севере Якутии. И очень важно сразу начать работать с материалом. Как, например, мы в 2013 году весной раскопали тушу взрослого мамонта на острове Малый Ляховский. Вот эта находка является лучшей за всю историю палеонтологического исследования. Но мы потеряли, к сожалению, очень много времени, пока вывозили образцы в Корею. Целый год мы потеряли на получение необходимых разрешений, лицензий. Вот этот центр позволит нам работать сразу после того, как экспедиция закончилась. Поэтому вот это очень важно. И шансы многократно на это возрастают, да? Что мы найдем живую клетку. Хотя сразу говорю, что найти живую клетку мамонта будет очень и очень сложно. Очень маловероятно, что таковая найдется. Это первый путь на пути к клонированию мамонта. Есть второй путь. Это через синтез искусственной молекулы ДНК. И данный центр тоже должен в этом помочь. Второй целью этой лаборатории будет изучение ДНК ископаемых животных. Корейские партнеры, они достаточно далеко продвинулись. Но, насколько я знаю, они пока не нашли живых клеток. Но сейчас идет разработка методики. Были выделены цельные клетки, неживые, цельные ядра. Это уже очень большой прогресс. Вы поймите, что для успешного клонирования мамонта потребуется много лет, возможно, десятилетия. Но, может быть, получится достаточно быстро. Никто не знает. Я считаю, что главное начать работу. There is no impossibility. So we have to try to get viable cloned mammoth in the future. I strongly believe our collaboration team, including Dr. Semyon, Professor Tikhonov, and with so many world-renowned scientists, we can do our final goal in the future. From today, we have to do our work very hardly and very diligently to get a cloned mammoth.